добрый вечер. На телеканале БСТ время подвести итоги недели нашей республики. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о ключевых событиях. Борьба с бедностью, поддержка семей и развитие всех отраслей страны. Послание Федеральному собранию – это прежде всего взгляд в будущее. И сегодня речь пойдет не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах. Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Расскажем о ключевых темах и мерах поддержки. Каждое предложение президента обозначено уже наличием финансов, которые позволят нам это действительно реализовать. Докопаться до истины. Спрыгиваешь буквально 50 метров. 50 метров, вот здесь копают. Вот здесь копают. В Учелинском районе вновь работала комиссия по недропользованию. Как меняется ситуация с недобросовестными золотоискателями. Они как-то работают как-то тайно или что-то, даже практически мы их не видим. Гонка преследования. Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов стал лучшим на Кубке России. Расскажем, как ему это удалось. Нужно просто отдыхать, делать анализ и работать дальше, готовиться к чемпионату России. Главное политическое событие недели – послание президента Федеральному собранию. Как говорят эксперты, это предельно четкий, вдохновляющий и мотивирующий план действий на ближайшие 6 лет и дальнейшую перспективу. В этом году обращение президента длилось более 2 часов. Одной из важнейших стала тема повышения доходов людей по всей стране. Борьба с бедностью носит многовекторный характер. Это и расширение мер социальных гарантий, и повышение оплаты труда. За ближайшие 6 лет в стране фактически полностью преобразятся все учреждения образования, от детских садов и школ до колледжей и вузов. Обновят общественный транспорт, построят новые магистрали. В тексте сформирован будущий образ России как современный и комфортный для жизни страны, которую президент ведет к мировому лидерству. Обо всем подробнее в материале Артура Шамсудинова. Спасибо, прошу вас. Выход президента зал встречал стоя и с аплодисментами. К слову, они на нынешнем послании звучали довольно часто. Ведь, как в самом начале обозначил Владимир Путин, речь не только о ближайших планах, но и стратегических задачах долгосрочного развития страны. И, конечно, первоочередная цель – победа в спецоперации. Те успехи, которые сейчас на фронте и в тылу, заслуга жителей страны. Прошу все органы власти и впредь делать все, чтобы поддержать семьи наших героев, родителей, жен, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой. По поручению президента уже с 1 марта ветераны спецоперации могут подать заявление для участия в первом учебном потоке новой кадровой программы «Время героев». Это аналог существующих школ губернаторов или конкурса «Лидеры России», выпускники которых выходят на высокие позиции во многих сферах. И президент страны очень четко отметил, что такие люди не отступят, не подведут и не предадут. В Башкортостане много ветеранов спецоперации. У них наставниками станут наши руководители министерств, ведомств, руководители регионов. И очень важно, что такие люди потом будут вовлечены именно в управление нашим государством. Систему образования в целом ждут большие перемены. До 2030 года регионам обещают полностью завершить капремонт школ. В рамках нового нацпроекта «Кадры» повышенный акцент сделают на среднем профессиональном звене. До 2028 года предстоит подготовить порядка 1 миллиона специалистов рабочих профессий. Отдельно поручаю правительству совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. Нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития, техникумов и колледжей. За 6 лет направим на эти цели 120 миллиардов рублей из федерального бюджета. Еще 124 миллиарда рублей выделит на капремонт 8 сотен общежитий вузов. Говоря о системе высшего образования, президент предложил повысить уровень оплаты труда преподавателям фундаментальных дисциплин, а также продлить программу развития Высшей школы «Приоритет-2030» еще на 6 лет. Ее участниками в данный момент являются ключевые вузы Башкортостана. Также очень важным моментом была отмечена поддержка кампусов. В этом году открыл свои двери студенческий межвузовский кампус Евразийского НОЦ. Он стал одним из первых в России. И
я уверена, что это будет один из самых удачных практик, которые будут распространяться на территории других кампусов. Мы уже устанавливаем сотрудничество с нашими коллегами из других регионов. Одной из ведущих в послании стала тема поддержки семей, в первую очередь многодетных. В России до 2030 года продлят программы семейной ипотеки, а также мат-капитала. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших 6 лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Может появиться и новая комплексная программа по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков. Власти намерены расширить сети женских консультаций, модернизировать перинатальные центры, детские поликлиники и больницы. В целом, если говорить о продолжительности жизни, власти намерены выйти на уровень 80+. Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Конечно, реализация всех этих мер была бы невозможной без крепкой экономики. По уровню развития она, вопреки всем санкциям, в пятерке сильнейших в мире. Ближайшие 6 лет станут временем колоссального промышленного развития России. Владимир Путин определяет важность сокращения уровня импорта через развитие собственного производства. А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Нужно вдвое увеличить вложения в научные разработки и войти в число ведущих держав мира. Также, по словам президента, необходимо использовать преимущества кооперации и кластерного подхода. Вдвое на 300 миллиардов рублей увеличит и бюджет Фонда развития промышленности. Это позволит активно привлекать проекты республики, крупные проекты к реализации, потому что раскрывает новые возможности. У нас уже достаточно много примеров. На самом деле более 50 проектов, крупных достаточно, профинансированы со стороны федерального фонда. Наш фонд по местным программам профинансировал более 100 проектов. Это тоже серьезная цифра. В прошлом году в России зарегистрированы 1 миллион 200 тысяч новых компаний. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. Президент дает еще больше новых стимулов для существенного развития бизнеса. Владимир Путин поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Это позволит многим предпринимателям выйти из серой зоны. Также расширит эффективную практику упрощения контроля за бизнесом. Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого, с учетом наработанного опыта, полностью перейти на рискоориентированный подход, закрепив его законодательно. Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок. Предлагаю предоставить некрупному бизнесу специальное право раз в 5 лет оформлять кредитные каникулы на срок до 6 месяцев без ухудшения кредитной истории. Большие планы по обновлению общественного транспорта. До 2030 года субъекты федерации дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев. На эту программу предусмотрено 150 миллиардов рублей. Построят новые федеральные магистрали. Особый акцент уделят региональным дорогам. Часть из этих проектов касается и Республики Башкортостан. Конечно, трасса М-12. Это, конечно, инфраструктурная финансовые вложения в Республику Башкортостан, в развитие тех районов, через которые эта дорога будет проходить. Транспортный коридор новый, это запад-восток, морской путь. Это тоже касается, в том числе и Республики Башкортостан. У нас морские выход к морю через наши реки, они осуществляют. Это уже второе послание Федеральному собранию в условиях специальной военной операции. Программа, как отмечают эксперты, по-настоящему народная, потому что основана в том числе на многочисленных встречах президента с жителями страны в ходе его рабочих поездок по регионам. Идеи родились по итогам встреч с учителями, врачами, общественными организациями. И, конечно, нам вдвойне было радостно, что те темы, которые мы отрабатывали на площадках комитета, нашли свое отражение в послании. В зале Московского гостиного двора присутствовала вся политическая элита страны, а также общественники и ветераны СВО. Ради Хабиров, комментируя текст послания, назвал его одним из самых сильных. Это послание социальное, то есть послание направлено на то, чтобы жизнь людей становилась лучше. Это вот самое главное, потому что, вот посмотрите, основные национальные проекты новые, которые появились, семья, молодежь,
кадры, национально-технологические проекты. Поэтому это все направлено на то, чтобы, подчеркиваю, жизнь людей стала лучше. Мне что важно? Оно продуманное послание. Почему? Потому что каждое предложение президента обозначено уже наличием финансов, которые позволят нам это действительно реализовать. К 2030 году объемы производства агропромышленного комплекса должны вырасти на четверть. На селе также по аналогии с программой «Земский учитель» появится и земский работник культуры. По предложению Путина регионам спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Владимир Путин поручил продумать подходы к модернизации фискальной системы. Речь о более справедливом распределении налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. В своем послании президент заявил о переосмыслении слова «элита», отнеся сюда в первую очередь тех, кто служит на благо России. И именно их оценка – главный показатель качества реализации государственных программ. Артур Шамсудинов и Загир Атангулов. Итоги недели. В своем послании президент затронул также интересы дачников. Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации, включив в нее садовые товарищества. Для нашей республики, где взят курс на поддержку садоводства, очень хорошая новость, отметил на этой неделе глава Башкортостана, выступая как раз перед председателями СНТ. В Уфе в 3-й раз прошел форум «Смарт-садовод». Подробности расскажет Руслан Таргареев. Установлены счетчики на всех абсолютно участках. Не имеет значения, они сейчас используются или нет, потому что у каждого участка есть собственник. Вне зависимости, есть ли дом на участке, собственник имеет возможность пользоваться электроэнергией. Счетчики на электроопорах в этом садовом товариществе установили по госпрограмме. Теперь все электрохозяйство можно будет передать на баланс сетевой компании. Та, в свою очередь, будет контролировать работу системы электроснабжения. Стабилизирует работу в сети, поддерживают ее состояние, отвечают за ее состояние, ну и, соответственно, обслуживают полностью. А в данной ситуации сейчас мы занимаемся этим сами. После передачи инженерных сетей дальнейшее развитие будет проходить в рамках инвестпрограмм. Качество электроснабжения в садовых товариществах на сегодняшний день одна из самых серьезных проблем. В Башкортостане насчитывается 1500 садовых объединений. Создание благоприятной среды в СНТ становится одной из важнейших государственных задач. В нашей республике за садоводство взялись всерьез 2 года назад. Старт этой работе был дан как раз на первом форуме садоводов региона. 50 миллионов на решение проблем с электроснабжением и столько же на ремонт подъездных путей. Выделить такие суммы на садовые товарищества тогда поручил глава Башкортостана. А через год размер поддержки стал еще больше. Расширился и перечень проводимых работ. В ряде дачных объединений отремонтировали системы водоснабжения, обустроили контейнерные площадки для твердых бытовых отходов. Получается, за 2 года финансирования, предыдущих 2 года, мы направили на прямую поддержку, подчеркиваю, прямую поддержку садоводческих товариществ 366 миллионов рублей. Вот благодаря этой работе мы прикоснулись, то есть оказали определенное содействие, и нашу помощь уже почувствовали порядка 300 садоводческих товариществ. В этом году на поддержку садоводства из регионального бюджета выделят 225 миллионов рублей, отметил Ради Хабиров во время выступления на 3-м форуме садоводов, который прошел в Уфе. Я 2-й раз в прошлом году была на этом форуме. Потом я здесь ходила по круглым столам, очень много полезного для себя получила. Считаю, что очень хорошо. Само общение между другими председателями, я считаю, что это очень хорошо. На 3-м форуме повышенное внимание уделили уже проблеме газификации СНТ. Этот вопрос в ходе послания поднимал и сам президент страны. Вы знаете, что буквально позавчера во время послания президент обозначил, мне кажется, очень долгожданную тему, которую многие ждали, что программу социальной газификации нужно довести и до садовых товариществ. Поэтому в этой части предстоит большая работа. После своего выступления Ради Хабиров вручил председателям лучших садовых товариществ республики 10 сертификатов по 500 000 рублей. Руководитель региона предложил в будущем увеличить количество грантополучателей до 20. Сегодня уже в 3-й раз проходит форум «Смарт-садовод». Это знаково. Знаково в первую очередь потому, что ваш глава республики Ради Фаритович сердцем и душой за садовода. Объезжаю всю страну, смотрю, как происходят процессы от Калининграда до Дальнего Востока, и скажу вам, что вот такого отношения, глубокого сопереживания, понимания того, что нужно
каждому садоводу во всех СНТ, но мало. Меры, направленные на поддержку садоводов, должны тиражироваться на всю страну, отметил Олег Валенчук. Также он предложил использовать опыт Башкортостана в качестве пилотного проекта Союза садоводов России. А еще на форуме презентовали государственную информационную систему «Мой сад Башкортостан». Дачникам цифровая платформа нужна, чтобы решить определенный вопрос, а для властей выстроить механизм содействия развитию садоводства. Вкратце, это такая платформа, которая содержит в себе информацию об объектах недвижимости, которые находятся в пределах каждого конкретного сада. И представитель СНТ, получая доступ в личный кабинет, он уже видит весь свой сад как в виде реестра, так и в виде нанесения на карту. В дальнейшем, соответственно, возможно проведение общих собраний в саду в режиме онлайн. То есть есть такая форма дистанционное электронное голосование. А государству удобно вести аналитику, то есть понимать, что происходит в садах, сколько у нас вообще садов. Форум садоводов, прошедший в Уфе в этом году, носил статус всероссийского. В нем принимали участие представители 15 регионов страны. Для посетителей организовали круглые столы, практические семинары, работали консультационные зоны, где можно было получить ответы на самые разные вопросы, связанные с садоводством. Руслан Батыргареев, Артур Ханов и Родион Матвеев. Итоги недели. Докопаться до истины. В Заурале вновь прошла встреча жителей и чиновников в рамках межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей. По словам сельчан, разработчики недр довольно часто нарушают природоохранное законодательство, не утруждают себя проведением рекультивации земель, портят сенокосные угодья. Домашний скот тонет в прудах, образованных из-за раскопок берегов местных рек. Как будет решаться эта проблема, узнал наш корреспондент Азат Садреев. Здесь у них асфальтовая дорога. Да. И сразу с дороги спрыгиваешь, буквально 50 метров. 50 метров. Вот здесь копают. Да. Вот здесь копают. Ну вот здесь вот мы поймали. Черный копатель. Учелинская земля богата на природные ресурсы. Не случайно абсолютное большинство всех выданных федеральным центром лицензий приходится именно на этот муниципалитет. При этом разработчики довольно часто выходят за рамки своих разрешений и вместо геологических изучений расхищают подземные богатства варварским способом. Тут же и лесная территория захватывается, много леса рубится. При этом самое частое нарушение у золотопользователей, добычи пользователей, это используются речки. Они очень часто изменяют их берега. Даже по толще снега местные жители видят, как изменился привычный ландшафт их родной земли. Перекопанные поля, вырубленные леса, колея, оставленные тяжелой техникой прямо посреди зеленого массива. Даже с первого взгляда, с высоты птичьего полета, понятно, работы у Республиканской межведомственной комиссии по вопросам недропользования здесь будет много. А вот эта часть, она полностью под лицензиями. Я специально сверял со своей картой, снимал эту геокарту. Она полностью, тут нет вообще места, чтобы не было лицензии. У меня карта района есть с лицензиями. Там да, у вас тоже есть. Вопросы к деятельности недобросовестных недропользователей есть не только у муниципальных властей, но и у местных жителей. Во время встречи с членами межведомственной комиссии жители Тунгатаровского и Ильчегуловского сельских поселений рассказали, что так называемые черные копатели не пускают их на свою территорию, в грубой форме отвечают на вопросы. Говорят, что у них есть крыша, которая разберется со всеми, кто будет мешать работе. И одна из систем у них такая, что они... Например, разведку делают у нас, там же границы как раз. Берут землю у нас, богатую, а станок стоит где-нибудь на границе Челябинской и Башкирии, да? Или за границей, вот тут. Ну, то есть мертвая зона. Вроде и те не трогают, и наши уже силовики тоже не могут как ничего сделать. Понимаете, да? Они как-то работают как-то тайно или что-то, даже практически мы их не видим. Они даже в деревню не заезжают, никакой организации не доходят, как и не просят, что за какая помощь нужна. Им лишь бы было золото. При этом жители понимают, что добыча золота – необходимый процесс. Драгоценный металл используют не только в ювелирном деле, но и в промышленности. И просят тщательно контролировать недропользователей, чтобы они работали цивилизованно и в рамках закона. Межведомственная комиссия провела выездное заседание, куда пригласили руководителей действующих в Учелинском районе компаний, надзорные органы и местных жителей. Наше предприятие летом 2023 года допустило нарушение в сфере водопользования. После выявления данного факта нами были незамедлительно остановлены все работы, связанные с водопользованием, до получения всей разрешительной документации. Проведен демонтаж оборудования.
со следующей частичной рекультивацией. Выходя за границы выданных лицензий, зачастую недропользователи буквально перепахивают сельхозугодья, лишая местных жителей возможности прокормить домашний скот. Во время визита главы Башкортостана Ради Хайбирова они обещали компенсировать убытки пострадавшим, привезти сено, но ВОЗ и ныне там. А когда обещали-то? Обещали в том году. В том году. А что, обещанного 3 года ждать, что ли? Да нет, зачем? А почему тогда не выполняете? Сложно купить? Несложно. Оно куплено. Оно привезем, раздадим. Не можете довезти? Довезем. Когда довезете? На следующей неделе будет. Вот давайте так, вот до конца этой недели. Азамат Фредович. Не довезете, значит... Следующая неделя 100% как бы у всех будет. Вместе с тем, есть предприятия, которые можно ставить в пример остальным. По словам местных жителей, компания «Алтын-Яр» принимает активное участие в социальной жизни Ильчегуловского сельсовета, на территории которого она и зарегистрирована. А значит, и налоги остаются в муниципалитете, местные жители обеспечены работой. Экологические нормы тоже соблюдаются. По мере выработки рассыпей мы производим рекультивацию. На сегодняшний день, значит, вот могу сказать, что такие россыпи, как Молдокаевская и Кумачинская, отработаны полностью. Земля, использовавшаяся при добыче, полностью рекультивирована. Проведена техническая и биологическая рекультивация согласно условий договора аренды и проектов освоения лесов, так как эти земли относились к Минлесхозу, земли Гослесфонда. К остальным золотодобытчикам вопросы пока остаются, и решаться они будут планомерно. Межведомственная комиссия запланировала ежемесячные выезды в Учелинский район, чтобы держать ситуацию на постоянном контроле. Соглашение о частичной рекультивации подписаны, и это только начало. Посмотрели, как работают наши недропользователи. Вопросы есть. И исходя из каждой такой поездки, мы будем формировать соответствующую повестку. Будем здесь разбирать с 31 января. И вот сегодня мы увидели единую позицию всех уровней публичной власти. Это прежде всего федеральные контрольно-надзорные органы, органы государственной власти Республики Башкортостан и органы местного самоуправления. Как никогда едино, консолидировано вокруг этой идеи. И мы видим, с другой стороны, тягу отдельных недропользователей о том, что они хотят перейти из красной зоны сначала в желтую, потом в зеленую. Это, естественно, радует. По договоренности с Роснедрами введен мораторий до выдачи новых лицензий, а компании «Альтинвест», «Еремель-Башресурс» и «Ураллит» по решению суда должны выплатить многомиллионные штрафы за нанесенный ущерб. Межведомственная комиссия также поддержит инициативную группу из местных жителей, чтобы держать ситуацию под контролем. Азат Садреев, Артур Хуснуддинов, Атхат Анваров. Итоги недели. Учелинский район. В Уфе открыли третий в стране центр генных дерматозов. На базе 6-й поликлиники «Затоне» организовали учреждение для обследования, лечения и реабилитации детей с редкими заболеваниями кожи. Помощь организовали и для их родителей. Также будут обучать медиков из отдаленных районов. На данный момент в Башкортостане более 40 тысяч маленьких пациентов, которые страдают от кожных болезней. Одна из самых тяжелых с легким названием «Синдром бабочки». Как будут оказывать помощь, оценили министр здравоохранения республики и федеральные эксперты. Подробнее расскажет Лилия Курбанова. Распределение равномерное, только вот то, что оно вот таких размеров, да, без четких контуров. Пятна по всему телу, похожие на родимые, на самом деле раны. Врач осматривает их под лупой дерматоскопа. Процедура для малышки привычная. У девочки дистрофический булезный эпидермолиз, в народе синдром бабочки. Нежное название жестокой болезни. У Василисы хрупкая кожа, подобно порхающим крыльям, но сильный характер. А ты прекрасная или премудрая, Василиса? Премудрая. У тебя прям много мудрости? Да. А откуда ты ее взяла? Не знаю. Кто из вас сильнее? Как думаешь, ты или мама? Ты. Да, точно. Нет. Или нет? Нет. В Башкортостане 14 таких бабочек. Они бы и хотели летать без прикосновений и без боли. Допустим, когда прокалываем пузырик, иногда это больно, да? В каких-то определенных... На локте больно, да, особенно. И когда кровавые пузыри, да, это пузыри от удара. Конечно, ребенок все равно она и скачет, и прыгает, и без этого никак. Танцевать. Она любит танцевать. Громче говори. А что ты танцуешь теперь? Балет. Ты что, будущая танцовщица? Заботы о таких пациентах в Башкортостане станет еще больше. В республике более 40 тысяч детей с редкими наследственными заболеваниями кожи. Для них в Уфе открыли центр генных дерматозов.
третий в сети региональных в стране. Первые два открыты в Подмосковье и Пензе. В Башкортостане учреждения разместили на базе 6-й поликлиники в Затоне. В команде специалисты разных дисциплин, от узиста до психолога. Раньше эти специалисты, они находились в разных местах и в разных даже федеральных центрах. То есть это не то, чтобы новые методы исследования, но тем не менее мы планируем совместно работать с медико-генетическим центром и психотерапевтическим центром для того, чтобы комплексно оказывать эту помощь именно в Республике Башкортостан. Я очень рада и благодарна региону за такое знаковое событие, как открытие Центра генных дерматозов. Это не только работа большой мультидисциплинарной экспертной команды врачей, но это также и связка с социальным сопровождением. Период социальной реабилитации и адаптации, по словам специалистов, наряду с медицинской. Так, в центре открыт отдельный кабинет с психологической поддержкой и обучением. Причем курсы будут проводить отдельно для родителей и повышать квалификацию медиков. Банальное УЗИ органов брюшной полости таким детишкам тоже это особенность. Как проводить УЗИ, ЭКГ, то есть все, что контачит с кожей, для них это очень болезненно и травмоопасно. Нет смысла сейчас вот эти рутинные обследования, которые можно делать в регионе, для этого возить семью в Москву, да, какие-то там вырывать ее из социального какого-то, да, ее жизни, поэтому можно это делать все внутри. Запущенный центр генных дерматозов разгрузит кожно-венерологические диспансеры. Прежде детей и взрослых лечили вместе. Сейчас маленькие пациенты с редкими кожными заболеваниями будут проходить терапию отдельно. Так как пациенты не очень, так скажем, легкие, они все-таки тяжелые. Каждый раз мы собирали наших пациентов, и не один дерматолог смотрел их, а несколько дерматологов. И все были взаимодействованы в этой работе. И, конечно, не только у нас отнимает много времени, но и у родителей в том числе. Отрывать от привычного ритма жизни без острой необходимости не станут теперь даже внутри региона. Это возможно благодаря телемедицине. Очень широко распространена у нас на ФАПе телемедицина. Это очень удобно для населения. Я могу записать ко многим профильным специалистам. Пациенты получают заключение. Я вижу это заключение в электронной медицинской карте пациента. Без выезда в удаленные поликлиники. Мы экономим средства, ресурс. Мультидисциплинарная команда нового центра генных дерматозов будет на связи с населенными пунктами, отдаленными от Уфы. Сейчас нам нужно насыщать первичное звено центрами, другими такими компетентными участками для того, чтобы пациенты могли получать всю необходимую медицинскую помощь. Вы знаете, что мы строим модульные конструкции, это фельдшерско-акушерские пункты, это офисы врачей общей практики, сельские врачебные амбулатории. Они тоже имеют интернет, имеют возможность для телемедицинских консультаций. Узкие специалисты отсюда будут выезжать и в отдаленные районы республики. Программу запускают 1 июня. Причем врачи переоденут медицинские костюмы на национальные, чтобы не пугать малышей. Такая сказка с перевоплощением, в которую хотели бы поверить и сами маленькие пациенты. И тоже, если бы это было возможным, переодеть кожу на здоровую. Лилия Курбанова, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. В Приволжском федеральном округе один из самых высоких показателей уровня доверия людей к власти. Об этом заявили в ходе Совета ПФУ, который был посвящен теме повышения уровня доверия к руководству субъектов. Мероприятие прошло в Уфе, куда приехали 13 окружных губернаторов, а также полномочный представитель президента. Обсуждали также темы, озвученные на послании Федеральному собранию, и то, как их реализовать. Один из самых важных показателей эффективности и открытости работы органов власти – доверие людей, прежде всего к руководителям субъектов страны. В регионах Приволжского федерального округа средний индекс 71%, и это высокий уровень, достигнуть который удалось прежде всего благодаря проводимой работе властей. Если говорить про в сфере экономики, про бизнес и про инвесторов, во многом она часто выражается в показателях инвестиций, которые вкладывается в регион, делового климата и готовности предпринимателей идти работать. И здесь показатели инвестиций по прошлому году на самом деле впечатляют. И надо сказать, что они также выше, чем в среднем по России. Поэтому результаты неплохие, но сегодня мы поняли, что еще много вопросов, над которыми нужно работать для того, чтобы улучшить это доверие.
Важен постоянный диалог с жителями. Башкортостан, как и субъекты ПФО, в числе первых в России внедрил новые формы обратной связи, такие как инцидент-менеджмент по рассмотрению обращений в соцсетях. Важным стратегическим решением стал запуск центров управления регионами, помогающих оперативно отслеживать и решать проблемы жителей. Мы поделились очень многими практиками, которые у нас есть в Башкортостане, которые есть в каждом регионе Приволжского федерального округа. И, собственно, Совет Приволжского округа нам дает возможность именно обменяться самыми лучшими практиками. На основании сегодняшнего обсуждения будут подготовлены необходимые материалы, протокол решения, на основании которого мы и в дальнейшем будем взаимодействовать. Ради Хабиров рассказал не просто о важности доверия, но и о том, как его заслужить. В Башкортостане, например, в открытом режиме проводят оперативные совещания, на которых обсуждают проблемы республики и пути их решения. В тесном взаимодействии с жителями успешно ведется работа по благоустройству общественных пространств. Ради Хабиров привел в пример программу «Башкирские дворики». То же самое с капремонтом подъездов и преображением парков. Первое, важнейшее условие доверия – это открытость власти. Люди должны четко понимать, что делает власть, для чего, куда идут средства и так далее. Сегодня по всей стране идет масштабная работа по поддержке участников СВО и их семей. Ровно 9 месяцев прошло с момента открытия фонда «Защитники Отечества». Его руководитель Анна Цивилева поблагодарила глав регионов за оказываемую помощь. Она рассказала о проводимой работе по выдаче удостоверений ветеранов участникам частных военных компаний и о возникающих трудностях при получении выплат. Здесь вся проблема в бюрократии. Чтобы ее решить, необходимо межведомственное взаимодействие. По ее словам, нужно также разворачивать в регионах центры комплексной реабилитации и протезирования, чтобы участники СВО могли проходить лечение рядом с домом. На сегодняшний день нами получено 760 тысяч обращений, из них большая часть, 620 тысяч, решены положительно. Поэтому фонд работает эффективно. Люди, которые подобраны в штат, очень сердечно, ответственно отрабатывают любые обращения. Среди них есть люди, которые сами являются ветеранами боевых действий. Через 2 недели в стране пройдут выборы, и здесь властям на местах важно обеспечить прозрачность голосования. По словам полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, фундаментальная задача, стоящая на сегодня – сохранение единства в обществе. Айнур Гибадуллин, Артур Шамсуддинов, Артур Ханов, Азат Ишбулатов. Итоги недели. К слову, в некоторых уголках страны выборы уже начались. Голосование стартовало в труднодоступных и отдаленных регионах. Одними из первых свой голос смогли отдать военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан». Избирательный участок для них организован прямо в подразделении благодаря выезду избирательной комиссии. Вместе с бойцами проголосовал советник главы республики по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалединов, который сейчас находится вместе с полком в зоне проведения специальной военной операции. Я голосую всегда. Понимаю, что мой голос важен. И, находясь в зоне СВО в составе полка «Башкортостан», считаю, что моя гражданская позиция тут еще более важна. Здесь, на передовой, я голосую за Родину, за будущее нашей страны. Запрет на выезд за границу детям, однодневные полисы ОСАГО и более строгие требования к зоомагазинам. Какие нововведения вступили в силу с 1 марта в обзоре Динары Таймасхановой? Российских детей перестанут пускать через границу с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией по свидетельству о рождении, если там нет отметки о гражданстве России. По заграничному паспорту порядок выезда из страны не меняется. Поставить отметку в документ можно в любом подразделении миграционной службы. Любой собственник авто сможет оформить ОСАГО сроком от 1 дня до 1 года. На рынке и раньше были краткосрочные полисы, но выписать их можно было только в определенных случаях. По общему правилу же минимальный срок страхования составлял 3 месяца. Есть ограничение: документ начинает действовать на 3-й день после заключения договора. Это не позволит водителям купить полис после аварии и оформить ДТП задним числом. Заявление о выплате возмещения по вкладам теперь можно будет подать в электронной форме на официальном сайте агентства по страхованию вкладов или на госуслугах. А вместо указания в заявлении реквизитов банковского счета предоставить реквизиты карты МИР.
Гражданам, желающим взять ипотеку, но имеющим другие кредиты, будет сложнее оформить займ на приобретение жилплощади. Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Если финансовая организация, рассчитав уже имеющиеся займы, в сумме с тем, которые только планируется взять, получит цифру 80% от дохода соискателя, он вправе назначить ему заградительный повышенный коэффициент. Новые требования по содержанию животных вводятся для зоомагазинов. Появятся конкретные нормы по освещению, температуре, влажности воздуха и размерам вольеров. Также есть отдельные требования по оснащению мест содержания по видам питомцев. К примеру, у кошек должны быть когтеточки, у собак игрушки для прорезывания зубов, у грызунов приспособления для их стачивания, у земноводных отдельная емкость с водой для плавания и специальное укрытие. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, занятые мелиоративными защитными лесными насаждениями, смогут передавать в аренду без проведения торгов сельхозорганизации, если они ведут соответствующую деятельность на смежном участке. Это позволит повысить качество содержания защитных лесных насаждений и ухода за ними. Биатлонист из Башкортостана Эдуард Латыпов выиграл общий зачет Кубка России. Заключительный 5-й этап соревнований прошел в Уфе и состоял из 3 гонок у мужчин и женщин. В воскресенье спортсмены при переполненных трибунах столичного стадиона определяли лучшего в одной из самых зрелищных дисциплин биатлоне – гонки преследования на 12,5 километров. Подробности в следующем сюжете. Настоящий праздник биатлона в Уфе. Заключительный этап Кубка России этого сезона прошел именно в столице республики. После индивидуальной и спринтерской гонок биатлонисты выявляли сильнейших в гонке преследования. Поболеть за своих на трибуну пришли и олимпийские чемпионы. Да, я первый раз на биатлоне. Эмоции самые позитивные. Болел за ребят, болел за Антоху Бабикова, за Эдика. Всех хорошо знаю, со всеми хорошо общаюсь. Очень круто. Особенно отдельное спасибо болельщикам. Стартовавший первым в мужском пасьюте Эдуард Латыпов потерял все преимущество после второй стрельбы. На 2 лёжках башкирский биатлонист промахнулся 6 раз и выбыл из борьбы за призы. Эдуард финишировал лишь 7-м, но по итогу стал обладателем Кубка России по биатлону. Впрочем, это стало известно еще вчера, после его победы в спринте. Положительно, естественно, то, что получилось общий зачет выиграть и победить в спринтерском зачете тоже. И, конечно же, есть места, где не очень получилось здесь, и нужно просто отдыхать, делать анализ и работать дальше, готовиться к чемпионату России. Стартовавший 3-м Антон Бабиков прошел гонку лишь с 1 промахом на первом огневом рубеже. Уфимский спортсмен до последнего боролся за золотую медаль, но в борьбе с Евгением Сидоровым из Красноярска не преуспел. Но этапом Кубка России Бабиков должен быть доволен. Бронза в спринте и серебро в пасьюте. Гонку анализировать можно долго и скрупулезно. На самом деле не все получилось. Но сразу хотелось бы перейти к вопросу о этапе в Уфе. Очень приятно, что особенно последние 2 дня, в выходные, было очень много людей. Очень теплая поддержка. Причем, что не только из Уфы. Люди приехали из Самары, Тольятти, насколько я знаю. Еще, может, из каких-то городов. И была такая прям уже действительно приятная атмосфера. Победа в гонке преследования досталась Евгению Сидорову, который стартовал 10-м, но отработал идеально на всех 4 огневых рубежах. Тройку замкнул Ильнас Мухамедзянов из Удмуртии. Он до последнего боролся с Бабиковым на финише, но уступил. Безусловно, очень счастлив, что смог добежать до медали. Я обещал жене свежий букет привезти домой, поэтому я это смогу сделать. Антон очень сильный, поэтому нет, у меня и силы закончились, поэтому я бы не смог его догнать. По итогам уфимского этапа Эдуард Латыпов взял большой хрустальный глобус, а Бабиков стал 2-м в общем зачете. В этом биатлонном сезоне Уфа принимала этапы Кубка Содружества и Кубка России и доказала, что соревнования в столице республики всегда проходят на самом высоком уровне. Никита Маврин, Артур Курбанов. Итоги недели. Такой была уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь в курсе событий вместе с телеканалом БСТ. До свидания.